внутренне как человеку? Вам лично как водителю, как человеку? Ну, я говорю, в шоковом состоянии был просто. Чем вызван шок? Вы едете на автомобиле, вы никаких травм не получили. Вы прекрасно себя чувствуете, находитесь в теплом салоне, а он лежит на холодном асфальте. Какой у вас шок может быть? Скажите, пожалуйста. Растерялся. Чем вызвано ваше шоковое состояние? Человек остался лежать на холодном асфальте. Вы преспокойненько поехали дальше. Так это у него шок. И шок не моральный, а физиологический, медицинский. В полной мере. В реанимации находится человек. Что вами двигало-то? В момент, когда вы приняли такое решение, пусть лежит. Поеду дальше. Вы лишены специального права управления транспортными средствами? Ну, за передачу. Да я пока не спросил, за что. Я говорю сам факт, что вы лишены специального права управления. Как давно? С июня месяца, по-моему. С июня месяца. Но продолжаете эксплуатировать автомобиль, продолжаете ездить на нем. Зачем продолжать? Мой автомобиль стоит дома. Автомобилем, я не сказал вашим, я сказал автомобилем вообще. Транспортным средством продолжаете управлять и передвигаться по дорогам города. Хотя вас суд лишил этого права. То есть вам на решение суда наплевать. Зачем? Не знаю зачем, очень хочу узнать об этом. Поэтому вам задаю вопрос, зачем сели за руль, будучи лишенными? Это я хочу вас узнать, зачем? Не знаю. Не знаете? Сколько вам лет? 32. Дети есть? Есть. Дети есть. Подсбитый человек, тоже чей-то ребенок. У него тоже есть родители, мать с отцом, которые переживают, сейчас сидят дома. Выйдет он из комы в реанимации или не выйдет? 28 ноября в утренние часы, около 6 часов 50 минут, на улице Автозаводская города Ижевска, водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода, 31-летнего мужчину. Наезд был совершен в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После совершения наезда водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего. Предпринял ряд мер по сокрытию следов дорожно-транспортного происшествия, в том числе обратился к владельцу автомобиля с просьбой произвести ремонт и скрыть следы повреждения на транспортном средстве. Благодаря профессионально грамотным действиям сотрудников группы розыска, батальона дорожно-патрульной службы, водитель был задержан, им оказался практически ровесник пострадавшего пешехода, 32-летний житель Малопургинского района. В настоящее время он направлен в суд для принятия решения за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Ранее водитель лишен специального права управления транспортными средствами, но, вопреки вступившему в законную силу судебному решению, продолжал эксплуатировать автомобиль.